В эфире БСТ, передача «Интервью». В студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях руководитель пресс-службы МЧС в Республике Башкортостан Андрей Зайцев. Андрей, я тебя приветствую. Здравствуйте. С начала купального сезона, к сожалению, в нашем регионе, как и по всей России, есть утонувшие. Поговорим, наверное, вначале о печальной статистике, как у нас обстоят дела в Башкирии. Да, в Республике Башкортостан у нас есть реки, озера, очень богатая такая структура, природа. И, к сожалению, на сегодняшний день по статистике у нас погибших на воде 47 человек. Это с начала купального сезона, то есть с 1 июня. Из них, к сожалению, 7 это дети. И за последнюю неделю, по нашей информации, очень много человек погибло. Да, это буквально за прошлые выходные, когда у нас как раз стояла жаркая погода, 30-35 градусов, мы потеряли 11 человек. Ужас. Да, 11 человек, в том числе одного ребенка. Как раз люди все рванули, ринулись на воды, на водные объекты, купались в необорудованных местах, и, к сожалению, такая статистика. Андрей, скажи, пожалуйста, 11 человек утонуло, это они купались на каких-то определенных водоемах? Да, все погибшие, они купались в необорудованных местах, то есть не на официальных пляжах, там, где их как раз была опасность. И не было рядом наверняка спасателей, которые могли бы предотвратить, которые вовремя могли прийти на помощь, оказать эту помощь, и к сожалению, имеем такую статистику. Среди этих погибших наверняка есть и люди, которые лезли в воду в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, да, как раз и статистика, опять же, та же статистика показывает, что большинство таких погибших взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения. Они употребляли алкоголь, потом заходили в воду, и уже у них, может быть, не хватало сил, может быть, они просто не понимали, как себя вести, что делать. В том числе и алкоголь влияет на то, что люди, находясь на отдыхе с детьми, употребляли алкоголь, теряли бдительность над своими детьми, дети уходили и, к сожалению, погибали. Андрей, это же вообще какой-то нонсенс. Ты, грубо говоря, сидишь, отдыхаешь, занимаешься своими делами, непристойными, так сказать, а твой ребенок идет и умирает прямо в воде. Вы же сколько рейдов проводите, сколько говори, не говори. Почему такое происходит, по твоему мнению? Все-таки это зависит от людей, от их культуры безопасности. Потому что буквально на днях проходил рейд, я тоже выходил на этот рейд, мы подходили к пьющей компании, которые употребляли алкоголь за пляжем, то есть не на территории пляжа, в диком месте таком. Мы говорим, не пейте, не заходите в воду. Они говорят, с нами ничего не случится, мы сами знаем, что делать. К таким рейдам подключается и полиция, администрация района, штрафуют людей за употребление алкогольного опьянения, за употребление алкоголя. Проводятся рейды, говорим людям, убеждаем, что не нужно это делать, это ваша жизнь. Все равно, к сожалению, видим. Люди почему-то уверены до того момента, пока сами, к сожалению, не столкнутся. Со мной это не случится. Кстати, тоже хотелось уточнить. Люди как относятся вообще к таким рейдам, когда вы, подходя, им желаете добра, по идее это? В основном, конечно, большая часть с негативом относятся все-таки, потому что вы лезете, мы тут отдыхаем, не мешайте нам. Но многие с пониманием, потому что мы им рассказываем, что это ваша жизнь, это жизнь ваших детей, это ваша безопасность. И люди понимают, многие собирают вещи и уходят. Или говорят, что мы в воду не будем заходить, просто позагораем. Андрей, а по сравнению с прошлым годом за аналогичный период, количество погибших больше, меньше? И ведете ли вы такую статистику? Да, статистика такая ведется. За прошлый год у нас не намного больше статистика, в этом году у нас чуть поменьше, но в то же время меньшее количество, это не значит, что все хорошо. Все равно люди гибнут, поэтому нужно предпринимать все меры, именно и профилактика, и вам спасибо за это, за то, что общаем, говорим людям. Поэтому это наша работа. Кстати, про меры как раз-таки хотелось бы узнать. Помимо рейдовых мероприятий, ваше ведомство что-то еще предпринимает наверняка? Конечно, да. У нас проводятся профилактические мероприятия с детьми. Заранее до купального сезона мы ездим по школам, общаемся с детьми. Сейчас ездим по лагерям, рассказываем, как себя вести на воде, рассказываем правила пожарной безопасности. То есть информируем детей, учим их, наглядно показываем. Манекены с собой привозим, показываем, как оказывать первую помощь. То есть учим детей, а также и взрослых, чтобы они научили уже своих детей.
Мгм. Андрей, несколько слов, наверное, для тех родителей, которые все-таки собираются или выезжают со своими детьми на отдых. Что бы им посоветовал? Ну, конечно же, купаться в оборудованных местах, на официальных пляжах, но, к сожалению, мы знаем, что все равно люди будут выезжать куда-то в дикие места, на природу. И если же все же вы решили зайти в воду, в необорудованных местах, заходите тихонечко, спокойно, посмотрите, обратите внимание на течение, на камни. Ни в коем случае не ныряйте в незнакомых местах. На дне могут быть коряги, большие камни, арматура тоже та же самая. Буквально вот на днях у нас случай был, когда мужчина, да, в Уфимском районе мужчина прыгнул в воду, а там оказалось мелко, и он ударился головой об дно. И, к сожалению, моментально скончался. Такие случаи это вообще не редкость, когда люди ныряют, ударяются головой, и тем более находясь далеко от города, от городской местности, скорая просто не успевает приехать. В местах специально оборудованных, где можно купаться, само собой дежурят соответствующие сотрудники. А вот по необорудованным местам, ну, так называемые дикие пляжи, усиливаются рейды во время жары или нет? Да, конечно же, рейды усиливаются, потому что все муниципальные районы, администрация, она примерно знает, где такие места в каждом районе. Поэтому на них обращается особое внимание, профилактика и проводится ежедневно. Там, где опасная зона, устанавливаются аншлаги, купание запрещено. Буквально на днях проводился рейд с помощью беспилотных летательных аппаратов. То есть они накрепляли специальный громкоговоритель и оповещали население, что здесь купаться опасно, не заходите в воду. То есть со всеми возможными случаями, со всеми любыми способами мы пытаемся донести до населения, что это опасно, что лучше так не делать. Слушай, очень интересный момент такой сказал. А как люди реагировали, когда к ним подлетал? Ну, реагировали необычно, они удивлялись. Удивлялись, да, наверное, конечно, они удивлялись и понимали, что если даже уже с воздуха им это говорят, то, наверное, нужно обратить на это внимание. Андрей, я сейчас предлагаю посмотреть небольшой ролик о безопасности, о тех мерах, которые надо соблюдать при нахождении на воде, а потом вернемся в студию и продолжим наше общение. Это важно знать. Если ты отдыхаешь у водоема. Купаться в водоеме можно только в присутствии взрослых. Выбирай для купания оборудованный пляж, там безопаснее. Не заходи в воду выше пояса, если не умеешь хорошо плавать. Не заплывай далеко на надувном матрасе или круге. Во время игр нельзя подныривать под человека, хватать друг друга за ноги, руки и голову. Не ныряй в незнакомых местах, на дне могут быть камни и коряги. Надевай спасательный жилет, если катаешься на лодке, скутере или катамаране. Ну и мы возвращаемся к разговору, и к нам присоединяется манекен Гоша, да, Гоша, которого вот Андрей Зайцев принес к нам в студию. Андрей, вот такой вопрос. А вот что делать, если вы стали свидетелем тонущего человека? Вот хотелось бы, чтобы вы, наверное, наглядно всем нам продемонстрировали и еще раз напомнили. Да, первым делом, конечно же, оцените свои силы. Если понимаете, что вы справитесь, что вы можете вытащить человека из воды, то тогда примите какие-то действия. Если же вы все-таки хрупкая девушка, вы поймете, что физически вы не вытащите его, и вы к тому же сами можете утонуть, первым делом звоните в 112. Сразу же, моментально звоните в 112, кричите, зовите на помощь. Может быть, где-то ходят люди, грибники, может быть, собакой кто-то гуляет, он это все услышит и поможет вам. Вот, все же, если же вы вытащили человека из воды, первым делом, давайте продемонстрируем. То есть первым делом нам нужно понять, человек есть сознание, дышит он или нет. Значит, очищаем ротовую полость от инородных предметов. Там может быть грязь, ил, водоросли какие-либо, желательно какой-нибудь тряпочкой. То есть мы прямо все вычищаем, чтобы там не было воды. Дальше нам нужно понять, есть ли у него дыхание. Чуть-чуть немного запрокидываем голову, руку на голову, на лоб. И смотрим, считаем до 10.
Раз, два, три. Так, досчитали до 10. Если грудь не поднимается, получается, у него дыхания нет. Нужно делать сердечно-легочную реанимацию. Как ее проводить? Значит, нащупываем у всех. Здесь есть мочевидный отросток. Ну, все почувствовали, да. 2 пальца вверх от мочевидного отростка. Ставим ладонь сюда, вторую руку в замочек. Вторую руку в замок. Руки обязательно должны быть прямые. То есть мы не качаем на согнутых руках, а мы качаем на прямых руках. И таких 30 нажатий. 30 нажатий сделали. Далее зажимаем нос. Немного запрокидываем и делаем 2 вдоха. Далее качаем. 30 нажатий. И так мы делаем до приезда скорой помощи. Андрей, вот эти все манипуляции нас на уроках ОБЖ как-то показывали, но вот честно из памяти это все улетучилось. Андрей, спасибо, что показал нам, как оказывать первую медицинскую помощь и в целом, что пришел в студию и ответил на наши вопросы. Я же напомню, что у нас в гостях был Андрей Зайцев, руководитель пресс-службы МЧС в Республике Башкортостан. Я же с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.